Далее смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидемиологическая обстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике по данным Управления Роспотребнадзора характеризуется 96 новыми случаями коронавирусной инфекции. Город Якутск – 56 случаев. Большое количество случаев в Жиганском Улусе. Группа заболевших изолирована, находится на лечении. Соответственно, распространение предотвращено. 5 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, по 4 случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Ленском районе, по 2 случая зарегистрировано в Усть-Алданском, Хангаласском районе и по 1 случаю зарегистрировано в Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Абиконском районе. Особое внимание обращаю на районы, которые были в числе тех, в которых не зарегистрированы случаи. Это Кобяйский и Аймиконский район. И, соответственно, для руководителей оперативных штабов и для граждан этих районов обращаю внимание на необходимость соблюдения норм социальной дистанции для того, чтобы не давать распространения инфекции, соответственно, соответствующая вакцинация на территории этих районов. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент у нас за сутки проведено 3123 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Республика находится среди тех, кто исполняет норматив по исследованиям на сутки, определенный Роспотребнадзором Российской Федерации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с 1 июля 2021 года на территории республики начинает работать диспансеризация ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим соответствующие наши центральные районные больницы, они оснащены соответственной информацией, подписаны соглашения с Российской Федерацией, Минздравом Российской Федерации о выделении денежных средств на проведение диспансеризации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией до данного времени. Кроме того, я обращаю ваше внимание на то, что на настоящий момент Минздравом Российской Федерации в порядке информации подписана соответствующая метод рекомендации по распространению и недопущению новой коронавирусной инфекции, в котором определено, что наличие антител, а также тестирование на антитела перед вакцинацией не требуется. Такая установка имеет уже жесткую фиксацию в методических установках Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вакцинация на территории республики продолжается 2 вакцинами. Вакцинами «Пивак Корона» и вакциной «Спутник». На 2 июля 2021 года в республику поступило 268,37 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. То есть на настоящий момент у нас получили первую вакцину 210 976 человек. Необходимо обратить внимание, что появились у нас в том числе районные лидеры, кто практически полностью исполнил уже план по вакцинации, но и есть те районы, в которых непосредственно достаточно большое количество, сегодня меньше 50% вакцинировано граждан. На настоящий момент «Пивак Корона», это для информации для граждан, «Пивак Корона» в ряд районов уже поступила, так как в любом случае у нас вся перевозка осуществляется разными транспортными схемами, они отработаны, и до 7 числа «Пивак Корона» поступит во все, соответственно, муниципальные образования республики. Кроме того, вчера, дополнительно, я уже говорила об этом, поступил уже «Спутник», и на настоящий момент вакцина «Спутник» также распределена между непосредственно поликлиниками как нашего города, так и нашей республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, впереди
В любом случае мы находимся в состоянии лета, впереди выходные. Обращаю внимание на то, что непосредственно во время этих выходных все наши увеселительные заведения, которые существуют, и рестораны, они работают по схеме, который определен указом главы Республики Саха-Якутия с соответствующими ограничениями. Обращаю внимание на усиление контроля со стороны органов внутренних дел за данной ситуацией. Безусловно, во время выходных граждане выезжают на отдых. Прошу обращать внимание на то, что перед отдыхом хотелось бы вас пригласить на вакцинацию на наши вакцинальные участки. Напомнить о том, что тогда, когда вы будете отдыхать в субботу и воскресенье, наши медики будут вас продолжать ждать на вакцинальных участках в субботу и воскресенье. Ну а самое главное, наши медики будут продолжать работать и спасать наших с вами граждан, ваших родственников, возможно, даже многих из вас, для того, чтобы непосредственно не допустить, для того, чтобы выздоровели люди от новой коронавирусной инфекции и не допускать распространения. Поэтому провакцинируйтесь перед выходными. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесной пожар у села Качекацы угрожает железной дороге. Озвучим свежие данные по возгоранию. В агротехнологическом университете стартовала приемная кампания. За санитарной безопасностью следит робот-дезинфектор. Каким видят жители Алекминский район через 100 лет? В райцентре проходит коммуникативная сессия. Сложная лесопожарная обстановка наблюдается в 14 районах Якутии. По оперативным данным авиалесоохраны в регионе действуют 300 природных пожаров. За сутки ликвидированы 36. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Алекминского, Аймиконского, Усть-Майского, Тампонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зафиксировано 255 очагов, говорится в сообщении. На особом контроле Главного управления МЧС находятся 5 природных пожаров у сел Чимнайги, Уолба, Эльдикан, Ударник и Телеги. Следует отметить, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 13 очагов. Площадь пожаров, к сожалению, увеличилась более чем на 83 тысячи гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 14 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного, Татинского и Мегино-Кангаласского районах. В случае ухудшения обстановки на территории Тампонского района в готовности на убытие еще одна группировка ведомства. На тушение лесного пожара вдоль железной дороги направлены дополнительные силы. На совещании оперативного штаба республики по охране лесов отмечено, что опасения вызывает пожар у села Качекацы. Там сейчас работают 19 человек. Пожар верховой, есть опасения, что огонь подойдет к разъезду железной дороги. Работники компании «Железные дороги Якутии» тушили огонь у железнодорожной насыпи, заменили сгоревшие шпалы. Была задержка пассажирского поезда на 30 минут. На сегодняшний день главная задача – не допустить подхода огня к разъезду, на котором находится энергомодуль, и обеспечить безопасный пропуск поездов, отмечается в сообщении. Глава Якутии обсудил ход реализации энергосервисных контрактов с руководством Русгидро. Айсан Николаев встретился с первым заместителем генерального директора компании Романом Бердниковым. В ближайшие годы в северных районах республики запланировано строительство 6 электростанций нового типа с использованием альтернативных источников энергии. Стороны также затронули вопросы совершенствования деятельности энергетических предприятий региона, входящих в группу Русгидро, создания единой тепловой компании на территории Якутска, консолидации электросетевого комплекса республики. Кабмин выделил регионам почти 6 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Напомним, углубленная диспансеризация стартовала 1 июля. В первую очередь обследования пройдут переболевшие ковид в средней и тяжелой форме. Диспансеризация включает прием терапевта, тест 6-минутной ходьбой, измерение насыщения крови кислородом, общие и биохимические анализы крови, рентген грудной клетки и другие исследования.
Тем временем темпы вакцинации снизились в ряде районов Якутии. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев в программе «Якутия вперед» на нашем телеканале. По его словам, решение о массовой вакцинации, принятое в мае, оказалось верным, несмотря на критику и непонимание со стороны населения и СМИ. Нам удалось остановить распространение, и заболеваемость медленно идет вниз, отметил глава. При этом Исен Николаев сообщил, что население вакцинируется по-разному в зависимости от районов. В некоторых улусах население очень активно принимает вакцину, в других же темпы вакцинации очень серьезно упали. Здесь многое зависит от местной власти, насколько она убедительно высказывается о том, что вакцинация нужна, подчеркнул глава. Республика перешла на электронные родовые сертификаты с 1 июля. Это стало обязательным для всех медицинских учреждений. Также с 1 января следующего года введут электронные листки нетрудоспособности. Бумажный носитель оформляться не будет. Районы узнали план по заготовке грубых кормов. В этом году объем составляет свыше 470 тысяч тонн сена. Также хозяйствам предстоит заготовить 26 тысяч тонн сенажа и более 14 тонн силоса. Самый большой объем в Мигино-Кангаласском районе – более 42 тысяч тонн. План для сунтарских хозяйств – 39 тысяч тонн грубого корма. В связи с сухой погодой почти во всех улусах травостой и ниже среднего отмечаются очаги размножения саранчи. Для уничтожения вредителей специалисты Россельхозцентра обработали более 5000 гектаров земли. Кроме того, рекомендовано провести детальное обследование дальних сельхозугодий, организовать работу по формированию резервного фонда кормов в проблемных улусах. Отобрали 16 районов, участвовали, выделено порядка 87 миллионов рублей. В июне месяце 56 миллионов дошли уже до районов. По этому направлению приобретено по прошлому году, скажем, кормоуборочной техники. Деньги выделялись на устройство траншей для силоса. В таком порядке вот эта программа показывает хорошую свою эффективность. В агротехнологическом университете всегда чистый и свежий воздух. Такая благоприятная атмосфера появилась благодаря роботу-ведроиду. Робот под названием «Фотон» свободно передвигается по коридору и сам чистит воздух. Секрет его работы заключается в кварцевом стержне, который находится внутри. Снизу у рециркулятора установлен кулер. Он засасывает воздух и с помощью ультрафиолетовых лучей насыщает воздух озоном. За 1 час робот «Фотон» очищает 3000 кубометров воздуха. Используя такой метод профилактики распространения ковид, работа приемной компании становится безопаснее. Программистов, мы учим айтишников, у нас идет приемная кампания. И вот такие разработки позволяют нашим студентам добиваться больших успехов, видя перед собой реальные истории, реальные кейсы технологических прорывов. У нас студенты прошли практику в IT-парке. 15 студентов в колледже технологии управления, системные администраторы будущее. Второкурсники. 4 из них предложили контракты работать системными администраторами и программистами. Сейчас у нас еще 2 студента из инженерного факультета, студенты 2-го курса, уже трудоустроились. Отметим, что высшее учебное заведение планирует принять 1300 абитуриентов, из них 903 человека на бюджетные места. Дополнительно выделено более 110 целевых мест. Приемная комиссия у нас работает с 15 июля. На сегодняшний день поступило 317 заявлений. В основном заявление поступает именно факультет, экономический факультет. Это у нас экономика, менеджмент. И далее у нас идет, поступили много заявлений факультета лесного комплекса землеустройства и факультет ветеринарной медицины. По всем направлениям поступили заявления, можно сказать. Нынешний, наверное, тоже будет конкурс, как в прошлом году. Алекминский 16-й район, где 2-й день проходит выездная коммуникативная сессия. Ее проводят как подготовку к значимой юбилейной дате – столетию автономии Якутии. Каким видят будущее в Алекминске, узнала Елена Фаст. В течение 2 дней в Алекминске проходит коммуникативная сессия, участие в которой принимают представители различных социальных и профессиональных сообществ района. Цель организаторов многогранна. Наша команда «Якутия-21-22» занимается разработкой столетнего плана развития Республики Саха-Якутия. И мы объезжаем все районы с тем, чтобы узнать, чего желают местные жители, какие у них
пожелания, потребности, какие есть болевые зоны, на которые нужно повлиять, да, с точки зрения вот, развития нашей республики. И по результатам каждой вот такой двухдневной стратегической сессии мы узнаем стратегические направления на ближайшее время, перспективные направления на 100 лет вперед. Первая ступень завершается, и сколь неемким кажется следующий период, именно сейчас период создания стратегии. Планирование, оно должно быть на первом месте. Значит, план 100-летний Платона Алексеевича Аюнского, то, что вот он предвидел 100 лет тому назад, оно как бы уже, можно сказать, что полностью воплощено. Сейчас вот молодые люди приехали с этим проектом. Это для нас, для люкминчан, я так думаю, что внесет свою какой-то корректив, скажем так, для того, чтобы мы ставили приоритеты именно по какому направлению нам нужно будет развиваться. Вопросы и тематика близки каждому. Каким видите свой район, приоритеты, проблемы, задачи. Идея довольно интересная, потому что я считаю, что люди, население должны видеть конкретные цели и картинку, к чему идти. Да? И данное мероприятие, оно именно направлено на то, чтобы, так сказать, показать картинку, куда идти, к чему идти, какие перспективы у нас есть. После сбора информации будет проведена большая аналитическая работа. Надо отметить, что проект действительно уникален. К концу сентября мы рассчитываем посетить все районы республики, и по результатам мы будем анализировать, и постепенно вот этот документ появится к столетию нашей республики, то есть в 2022 году мы сможем показать результаты данной работы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Приемная кампания стартовала в горно-геологическом техникуме Хандыги. В этом году планируют принять 150 абитуриентов по 8 специальностям для подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих служащих. Подробности у Марии Винокуровой. В новом учебном году в горно-геологический техникум на базе 11 класса можно поступить на маркшейдеров, техников аэрофотогеодезистов, машинистов бульдозера, экскаватора, машинистов конвейера и машинистов мельниц, подземных автослесарей. А после 11 класса на такие специальности, как горный техник-технолог, горный техник-разведчик и наладчик технологического оборудования. В этом году свыше 130 студентов были охвачены производственной практикой именно на предприятиях, горнодобывающие предприятия, якутсгеология и дорожные предприятия. И спрос на рабочие специальности, на технические специальности растет. По некоторым специальностям даже мы не все заявки предприятий закрыли. Техникум имеет договоры на прохождение производственной практики почти со всеми промышленными предприятиями республики. А, как известно, практика дает студентам возможность дальнейшего трудоустройства. С 2011 года горно-геологический техникум окончили около 700 выпускников. Из них свыше 80% трудоустроены. Окончил профессию автослесарь, водитель категории БЦ, а также оператор заправочной станции. Параллельно я обучался в вечерней школе, получил 11 классов образования, сходил в армию и снова поступил в горно-геологический техникум на машиниста на открытых горных работах. После чего я устроился на рудник Нежданинский. Работа мне там очень понравилась и платят хорошие деньги. Подробную информацию о поступлении можно найти на официальном сайте горно-геологического техникума. Приемная кампания продлится до 25 августа. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. К этой минуте это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.